Здесь очень хороший наблюдательный пункт у меня. По пояс трава. Раствор с луковой шелухой и больше там что-то есть еще? И она их лает, и я могу отличить. Она мушку лает и лягушку. Янцики, смотрите, хвост. Это значит, что он довольный. Ну ничего себе хвостом. Как корова машет. Небо, облака, как нарисованные. Вообще четко. Удочки надоело и говорят, поехали домой. Вот так. Ну что, прокатимся немного. Прокатимся по двору. Я не знаю, слышно или нет, как птички поют, но у нас суперская погода. Лето, тепло, ну и умеренно, ну ветрено так, но ветер не прохладный, такой палящую жару такую сбивает. Вот. Я выехал, друзья, на свой участок, так сказать, и немножко прогуляюсь, посмотрю, что и как там. Умка вон, умка наша. Сейчас для нее тяжелые времена. Ну, будьте сидеть здесь. Да, умочка? Будьте здесь сидеть. Кто-то говорил, на цепи ее. На цепь во дворе. Не, лучше уже в вольере пускай, чем на цепи. Да, умка? Сейчас немножко птицы вылупятся, птенцы уйдут с травы в лес. И мы будем гулять. Сейчас нельзя. Сейчас нельзя, так сказать, природа будет против. Потому что в траве гнезда птиц могут быть, особенно там перепелки еще. И нельзя. Ну, буквально через уже где-то на полмесяца уже, да. Ну, к концу июня это точно. Так у нас еще и клещевая обработка не пройдена. Надо сделать клещевую обработку. Клещевую обработку, потом вот жду Катерину. Приедет Катерина, и мы будем обрабатывать вольер. Обрабатывать вольер будем мыльным и содным раствором. Вымоем все это. За зиму накопившуюся грязи, будку от клещей, от всего этого. Вот. Химикатами не будем пользоваться. У нас только будут мыльный раствор и содный мыльный раствор. Где-то появилась Мария Олеговна. Мария Олеговна собирается. Сестра приезжала с города, она скосила там подросшую немножко траву. И Мария Олеговна хочет сгребать это все. Я не знаю просто, куда складывать это сухое сено. Сразу и в компостную яму, Маша, или куда? А? В мешок. Для подстилки, да? Для подстилки? Ну просто это. Она как триммер же косит не так хорошо. Ну, не высоко косит. Да? Для подстилки зайдет. Маша сегодня, видите, одета. Тоже интересная такая одежда. Снизу шорты, сверху теплая курточка такая, жилеточка. Да. Ну, если ветра не было, то жарко было, Маша. Перебор жарко. Вот. Вот такие кадры. Я сейчас в тенечек пойду. И посижу там. Я в тенечек устроюсь. Маша. А? Чего? Скребать буду. Ну, Маша поливает тут
Посадила там кое-что в теплицу. Сейчас вот вода нагрелась, вот она поливает. А здесь вот хочу показать, вот здесь, не знаю, камера берет или нет, она сделала тут навозную воду, ну, с навозом там вместе как-то удобрение сделала. И тоже этим все поливает. Там в парнике еще ничего нету толкового. Вот. Грядки посадили и все. Растет. Это тут кабачки, да, Маша? Да. Вот тут кабачки. Это у сестры, да? Кабачки, да? Сестра посадила кабачки? А вот это, которая рассадой. Ты же кабачки не рассадой садила, да ведь? Рассадой же, а? А, вон дальше у тебя, да? Ну, это вот на краю огорода, это у сестры. Так, пошел я в тень. Здесь я себе дорожку в этом году оставил, чтобы это ехать. Вот. Здесь очень хороший наблюдательный пункт у меня. Сейчас здесь видать. Видите? Видите отсюда? Все видать. И сам нахожусь в тени. Вот. Черемуха, друзья, у нас отцвела. Вот смотрите, вот это уже цветы. И в этом году очень ветрено было. Очень ветрено было. И, наверное, ягод-то не будет. Потому что все цветы ветер снес. Ну, пообрывал. Это уже остатки такие, остатки сладких цветов. Каждый год так. Или мороз. Все это самое дело. Ну, не образуется ягода черемуха. Цвести цветет, а ягод черемух нету. А в этом году ветер. И каждый раз так практически. О, это оказывается друг. У малышки там орет, у соседей. Орет, зовет ее. Вот здесь вот, видите, все уже скосили. Быстро ведь, вот северная природа, она такая, она быстро все старается. Казалось бы, только снег был, смотрите, уже снег, вот специально покажу у соседей. У нас вот тут скошено, а у соседей, вот смотрите, как трава еще какая такая, она не скошенная, вот по пояс трава, вот. У соседей дом, потихоньку там тоже шевелятся что-то, делают. Где-то там у нее, у малышки нашей друг орет, вот, зовет. Сейчас прогуляемся здесь вот, вдоль забора, по кустам. Вообще, очень приятно, так, здесь такая свежесть. Вот, видите, шумят как, шумят деревья, ветер такой мощный. Но приятно, такая освежает ветер. Да. Видите, наверное, слышно, как шумит дерево, черемуха. О. Здесь тоже очень клевое место. Можно наблюдать за всем, что здесь происходит. О. Вот я и наблюдаю. Вон Маша там возится там с грядками, полила там мелкие культуры. Теплицы полила, потом там грядки мелкие полила. Немножко расскажи, Маша, что это у тебя там? Шелуха, лука.
Луковая шелуха я вижу. Для чего? Для полива цветов, да? Чисто... А, Буду поливать цветы. раствор с луковой шелухой и больше там что-то есть еще? Ничего нету. А, только чистая луковая шелуха. Вот она сколько дней тут в воде держала? Вот такой таз примерно, сколько здесь литров? 20, да? 25-то есть. Я 4 дня, наверное. 4 дня настаивала. Да. И будет поливать вот этой жидкостью цветы. А вот такое растение цветет очень белым. Это кустарник. Маша купила, продавали какой-то кустарник. Говорит, можно из этих кустарников забор, ну, классный такой, живой забор делать. Посадили сюда, вот он как зацвел, прижился. Я не знаю потом, как этот кустарник называется, но цветы такие очень красивые. Вон, смотрите. О. Видите, как белая такая, как бы россыпь идет, цветочки. Очень красиво. Вот тут мелкие грядки, видите, отделили от большого участка и посадили. Я не знаю, но где-то морковь, скорее всего, лук, укроп, петрушка. Ну, вот такие грядки. Там большой участок, картошка. Вот, как обычно, каждый год так делаем. Пока ничего не взошло, только посадили. Вот так выглядит. Здесь уже потом картошка начинается. Умка тут часовая. Ты часовая, да? Умка, ты часовая огорода. Да? Между прочим, лает ночью, если чужой кто-то. Можно отличить. Сильно отличается лай, например, она когда просто воет от тоски. Или чтобы с ней поговорили там иногда, и потом окно откроем, поговорим немножко, она успокаивается. И когда, например, чужой человек или чужая собака, если чужая собака, ну, во дворе лает по-особому, если чужой человек, например, тоже по-особому лает. Я могу даже отличить, как она лает, например, сюда летом с огорода маленькие лягушечки, там жабы, да, что-то скачут по лужайке. И она их лает, и я могу отличить. Она мушку лает и лягушку. Лягушку, скажем, особенно лаем, потому что она прыгает, да? А мушку надо быстро лаять. А лягушку надо толстым голосом и редко лаять. Потому что она раз прыгнет, раз такой прыгнет, остановится. А мышка она быстро, и она быстро лает, так прерывисто быстро. Такая у меня умка охотница. Охотники я не знаю, вот правда, не ходили еще с ней, никому не отдавал из охотников. Может, даже и будет лаять. Даже и не могу сказать. Так-то она лаять не умеет, она воет. Да. Да, зюлите меня. Да, ты зюлите меня. Все тебя жалеют, смотрят на видео и жалеют тебя. Вот. Всем привет от Умки и привет тебе от зрителей, Умка. Будет гулянка еще. Не волнуйся, что ты волнуешься. Полная миска там воды. И еще здесь есть игрушки. Не на цепи. На цепи ей тяжело. Она не может на цепи. Поэтому она в вольере. Наверное, хоть и очень такая, ну, избалованная, но кажется, что хаски такие глупенькие собачки. На самом деле они умные, очень все понимают.
Что-то ты мало пьешь, умничка. Надо побольше пить. Ладно, поеду я дальше, умничка. По своему огороду. По своему огороду поеду я дальше. Да? Где Юля-то? Юля тут. Где уже? Ничего, скоро на гулянку пойдем. Ай, мелкий колопуз. Мелкий колопуз один остался. Второго щенка уже унесли. Привет! Привет, колопузик! Привет! Привет! Колопуз! Ау! Ах! Колопузик! Вот такой щеночек у Айды. Кушай, иди! Вместе с мамой кушают. Уже. Но маму беспокоит еще. Мама брыкается уже тоже, не дает пососать молочка. Он нахальный. Это там шум у них возникает. Вместе уже с мамой-то кушают с одной миски здоровой. Беспородные дворовые собаки самые крепкие и выносливые. Потому что они естественный отбор, так сказать. Колопуз. Наш карапуз. Второй щенок точно такой был, только на лобике было сердечко. Его уже взяли. Где? Колопуз. Колопуз. Что ему интересно? Видите? Очень даже интересно ему все. Лег. Убежал. Убежал, друзья. Убежал. Видите? Пока еще будку не сделали, да. Колопуз. Это он сейчас молчит, вроде рычать и думает даже уже. Вот такой малыш, а рычать умеет. Далеко не уходит от мамы еще. Эй, мальчик, 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 привет скажи. Лунка заревновала там. Для него специально отдельно положили кашку на молоке. Сам охота ему, но боится не меня, боится коляски. Потому что это что такое? Что за чудо-юдо с колесами? Сейчас Маша накормит его. Зовем просто мальчиком пока, я не знаю. Может назовут его потом. Кашка. Кашка для него. Для малыша, для мальчика. С аппетитом кушай. Янцикедем. Янцикедем. Смотрите, хвост.
это значит, что он довольный. Ну ничего себе хвостом. Как корова машет. А. Довольный, значит. Яйца, да? Ну, с этим у нас есть консервы. Ягненок написано для нежного пищеварения, для собак специально консервы. Там банка 800 граммовая, 100 рублей. И покупаем. Вот. Покушал. Ну, он сейчас, он часто кушает, но мало. Он боится коляски, поэтому сел. Карапуз такой, да. А помните, у нас карапуз был, тоже карапузик такой толстенький. Вот. И его вроде как боцманом, или как зовут, назвали. Точно не знаю, но вроде как так. Ну, Маша вот накормила обоих. Умку потом накормит. Ласковый щеночек такой. Вот так еще немножко поснимаю. Вон Маша убирает сено, это скосившее сено. Сено высохло, потому что на улице очень теплая погода и еще с ветром. И это моментально сушится. Только вот единственное, что триммером очень мелко рубит триммер. Ну, на подстилку пойдет, да, Вед? Да. На подстилку пойдет. Комары уже кусаются, Маша? Да. Появились. Да. Здесь еще надо убрать, Маша, потом вот за деревьями, там вот вдоль забора, там высокая трава была. Там высокая трава, Маша, вот там, за деревьями. Маша этим занимается и потом засовывает, будет в мешки засовывать. И на зиму тоже пригодится это. Умке и Айде на подстилку. Очень хорошая вещь. Морозы еще защищает. Здесь вот тоже возле амбара. Ну, сестра вот по возможности вот приезжала, да, все триммером, где могла, где успела, все скосила. Ну что, вот такая прогулка у меня по дворику. Туда-сюда. Лучше, во всяком случае, лучше, чем дома сидеть, на диване лежать или еще что-то. Погода пока летняя стоит, надо ловить такие моменты. На севере у нас это редкость, как говорится. Маша там разговаривает с подругой, соседка приехала с города, она в городе работает, в отпуске, вот она приехала там посадить картошку, посадить это самое, и вот Маша работает там, болтает о своем, о девичьем, что-то там болтают, вот. А я перед тем, как заехать домой, уже целый день сегодня на улице, так сказать, еще, так сказать, не насытился, съезжу я до озера своего, ну, я его своим называю, потому что люблю это озеро, но не в том смысле, что оно мое, я просто свое любимое озеро, вот так скажу. Потому что единственное озеро, которое я могу доехать на коляске, на рядом с селом, Ваты называется, как вы уже знаете. Съезжу туда, может даже удочку возьму, если удочку возьму, конечно же покажу, хотя бы по штучке барсику и малышке поймать рыбку, ну, если возьму удочку. А если нет, если ветрено, если, вот смотрю, да, если будет ветрено на воде, да, там, конечно, бесполезно. Но во всяком случае туда съезжу, посмотрю и полюбуюсь
тоже еще такими видами вечерними. Я знаю, там сейчас комары, правда. Мази не возьму, так просто. Наверное, все так удочку я возьму и, ну и поеду. Вот, перед тем, как заехать. Уже потом включусь с мостика. Или как буду заезжать на мостик. Вот так, друзья. Ну что ж так и я выбрался. Ну, очень уже хочется так просто посидеть. Я знаю, что сей год тут и так мелочь была, а в сей год, говорят, это самое. Мор был зимой. И даже не знаю. Тут, блин, тоже осторожненько надо проехать, потому что очень осторожно надо. Что-то заездом тут ива уже начала расти. Надо подубрать немножко мостик. Вот так, друзья. Счетчики-мамбурики, как говорит у меня один друг, мой товарищ, блогер, стример Федор Гуляшкин. Так, все, друзья, приехал. Смотрите, какая красота. Слышите, как птички поют. Только вдалеке вон от деревни там пила работает, и вот это все портит, конечно. Но в общем, шикарно все. Ну что, ребята, поплавок на воде. Все. Ну пока мертвый, не шевелится. О. Вот так. Надо было, конечно, пораньше приехать днем, потому что здесь вечером не очень клюет. Утром, ну утром как, часиков 10 и еще 2 часа дня обычно клюет. Расписание такое. Ну что, друзья, сижу возле озера, рыбачу, так сказать, на своем мостике. Поплавок мертвый, вообще даже не шевелится, ни одной поклевки еще не было. Вот. Прям вот мертвый поплавок. Не знаю. У меня задача минимум по штуке на брата барчику и малышка поймать по одной плотвишке. И все, вот, в принципе. И самому просто насладиться просто видами, посидеть, ну, на природе, так сказать. Ветровочка, потому что уже дело к вечеру, и все равно ветер такой будет все время день остывать. Солнце пока светит так-то, прямо аж, ну, когда туч нету, прямо аж жарко даже становится, печет аж. Вот. Ну, посижу немножко, друзья, а потом уже отчитаю, что я поймал, что не поймал. Вот. Виды прекрасные на озере, чудесно. Единственное, поплавок не шевелится. Рыба не хочет, так сказать, на крючочек мой. Это, в принципе, это не главное. Это главное, чтобы я вот здесь я могу посидеть, отвести, так сказать, душу, просто посидеть, посмотреть, вот как играются комарики, как птички поют. Это очень классно. Посижу еще чуток немножко. А потом уже включусь, наверное, когда буду обратно ехать, отчитаться, так сказать. Отчет. Так, друзья, у меня рыба. Первая рыба в этом году. Мелкая, конечно, я смотрю. О, совсем мелкая. Вон какая малюсенькая.
О. А первую рыбу не отпускаю. Это у меня пойдет к барщику. Барщику отдам. Пускай полакомится свежатиной. Еще вторую рыбу поймаю и пойду домой. Изумительный вечер, друзья. Вообще шикарный. Вообще. Птичка поет на том берегу вообще. Как будто на заказ. Когда ветер стихает, так вообще. Поплавок, конечно, не фурчит, но с деревни слышен звук. Овцу кто-то держит. Давно таких звуков не было, не слыхал. Вернее, мои соседи рядом, кто живет, нету таких. Коза или овца там вроде. О, поклевка была. Прозевал поклевку. Мне бы одну рыбу еще и все. Больше не надо. Прозевал. Ну, была поклевка, да. Ну, разве не красота, да? Правда? Очень же красиво все. А ветрено, да, комаров, ребята, нету пока. Я думаю, ветер, когда стихнет, будет комары. Вот смотрите, какая красота. У меня там где-то поплавок. Но эта камера, наверное, не приближает, да. Не могу показать поближе. Ну, поплавок мертвый. А виды, какие виды, смотрите. Небо, облака, как нарисованные. Вообще четко. Четко. Душа отдыхает. Душа отдыхает. А птички, как по заказу сегодня, поют и поют, поют и поют. Вообще шикарно. Короче, друзья, сидел я и, как говорится, досиделся. Ну, не попалась мне вторая рыбка. Вот одну рыбку поймал, и все. Второй рыбки нету. Пополам будут кушать. Я бы еще посидел еще. Хотя бы, ну, надо было еще одну рыбку поймать для кого-то. Но, видишь, у меня там с катушкой, там болтик отвинтился и упал. И упал, блин, не в сумочку или куда-нибудь вот на пол, а упал именно между досочками и плюх в воду. Прям я звук слышал. Ну, значит, надо ехать обратно домой. Это не мне лень рыбачить, а удочки лень. Потому что рыба не клюет, удочки надоело. И говорят, поехали домой. Вот так. Все. Буду собраться. Все, приехал я, друзья, домой. Опять уже во дворе, так сказать. Ну, вот такая рыбалочка получилась. Первая рыбалочка, ну, ничего, какая есть. Все будет. Я ведь и, хоть даже ничего там не сломалось, я дальше бы не ловил, если, ну, я сказал 2 рыбки, потому что такие маленькие ловить много, ну, зачем? Вот чисто для угощения барщику и малышу, ну, свежей рыбки, по одной штуке, им достаточно для угощения, хватит. Вот. И больше там, ну, крупной рыбы нету в этом озере. Я так думаю, после мора
Обычно первый, когда идет замор, первый гибнет крупная рыба. Воды в этом году было мало, то есть берега не взяла речка, и, думаю, рыба зашла, свежая рыба, ну, новая рыба зашла мало, или вообще даже не смогла войти. Вот. Все, что есть, это то, что осталось, там мелочь, это и будет расти. Вот. Я так думаю. Ну, это чисто мое мнение, конечно. Есть специалисты, которые могут сказать побольше моего. Вот. Я приехал, Маша тут уже разложила вот эти сено. Мешки еще не засунула, потому что надо еще немножко чуть-чуть просохнуть. Вот. Я буду заканчивать этот такой вот целый день на улице сегодня. Целый день, очень приятно такой. Даже, так сказать, и не обедал. И даже и сейчас кушать даже не хочется. Может, зайду, да жор начнется. Вот. Уже солнце у нас сейчас не садится, он круглые сутки спускается до деревьев и уже обратно поднимается. Вот так. Все. Всем пока, друзья. До новых встреч на нашем канале. Встречайте рассвет. Вот. Все. Всем пока, друзья.